Так, салам алейкум всем друзьям, добрый день. Сегодня ко мне приехал младший брат с Абхазии, с города Гудаута, мой дорогой Давид Дасаня. Мне до этого ребята подарили казан афганский, и я думаю Давида угостить. Сегодня мы будем готовить говядину. Я не знаю, здесь национальное блюдо, там туда-сюда, я абазин. Ну, люблю все блюда, черкесский, карачаевский, нагайский, сам повар. Вот. Говядина, соль, перец, приправа, это абхазская джика, сухая, привезенная с Абхазии только что. Баклажан синенький, перец, картофель, 3 луковицы, чеснок. И мы будем готовить его вот на таком казане афганском. Я сейчас чуть продемонстрирую, что здесь. Это 10 литров, но здесь не 10 литров, а 7,5. Я его обработал, здесь уже кое-что пережарил и перекипятил. Короче, он готов к использованию. Все, начинаем закладывать потихоньку. Так. Первое идет у нас мясо. Вот это кость села. Вот так. Так. Потом у нас пойдет лук. Стол тесненький здесь. Ну, ничего страшного. Кое-как отправимся. По силе возможности буду объяснять, что я делаю. Ничего принципиального здесь нету. Все делается просто от руки. Лук можно резать как хотите. Я, например, полукольцами. Кладем подушечку. Лук. Еще. Так. И отправляем мясо. Здесь почти 1,5 килограмма. Так, дальше еще лук. Заурбек, несколько слов расскажи о своей карьере шеф-повара. Когда ты начал? Я начал еще в 80-е годы в Таджикистане, в городе, поселок городского типа Яван. По состоянию поехал. По состоянию здоровья? Здоровья, да. Так. Теперь добавляем морковку. Морковку тоже не принципиально, можно резать как Как душе как угодно. получится. Понял. Я люблю большие куски, так что тоже сюда. Отлично. Сколько лет ты пробыл в Таджикистане? Почти 7 лет. Наверное. Кто был руководителем вашей группы? У нас была очень хорошая женщина с Кабардино-Балкарии. Ее фамилия девичья Даванидзе. По мужу она Башиева. Даванидзе грузины? Нет, это не грузины, она балкарка. Ну, грузинского видимо, происхождения. грузинское происхождение что-то есть. И все мы с Кавказа как бы находились под ее
Кого конкретно ты помнишь из своих друзей? Всех помню: Пшуковых, Башиевых, Тикуевых, Хабикировых, Шанталовых, То есть там была Аванидзе, все, серьезная которые кавказская осетины, диаспора. да, Аулаговы были, Тамби, очень хорошие люди. И вы все дружили как Очень соотечественники? даже сильно дружили. Мы даже работали вместе в столовой. Вот этих, которые я перечислил. Так, продолжаем дальше. Перец еще у нас есть красный, болгарский. Тоже не принципиально. Все режу, вы сами видите как. Так, теперь чуть соли. Тоже не принципиально, где-то. Когда ты прибыл из Таджикистана в Карачаево-Черкесию? Это было 89-й год. Я переехал Почему? из Таджикистана. Ну, была проблема. Начались какие-то проблемы там. Пришлось уехать. Межнациональных отношений. Да. Нет, межнациональных там, или гражданское? наверное, так можно сказать. Добавляем ложечку вот такую чайную абхазской сухой аджики. А что здесь вообще? Это перец? Здесь перец, смесь Ага. Пряности. пряности, да. Так, дальше. Тоже болгарский. Так, картошку тоже, ну, можно вот так тоже. Тоже добавляем такой же. Тоже крупно можно нарезать. Так. Вообще в крупно нарезанном больше вкуса остается, мне кажется. Конечно. Вот так. И чеснок. Чеснок тоже сейчас покажу. Я обычно все делается вот так. И сразу чеснок очищается от кожуры. Да. Такой таджикский ножичек, очень хороший, удобный, ему уже сколько лет. А почему таджикский? Ну, я оттуда привез его. О. С тех пор? Я им пользуюсь. Очень удобный, хороший ножичек. Вот так. Вот так. Приправа. Опять Сухой эту аджики приправу. абхазской. Чем больше, тем вкуснее. Можно парочку чайных ложек. И воду. Литр. Ну я все не буду наливать. Литр это воды. где-то нет, здесь не литр. А здесь вода для чего? 500 грамм. Для того, чтобы сварилась? Да, тушилась, она не будет. А, вариться, тушилась. она тушится. Понял. Так, почти все. Теперь самое главное — разжигание огня. И последний штрих. Вот. У всех, наверное, есть дома топленое масло такое сливочное. Наши бабушки раньше делали.
Вот, пару ложек тоже. Вот так сверху. И все. Все, мы готовы. Теперь раздвигаем огонь. Самый интересный процесс. Самый интересный процесс. Закрываем его. Так. С помощью чего ты разжигаешь огонь? Где Тоже. найти, где купить? Так, это мне, я как сказал, ребята подарили. Вот здесь такие вот воздух, пар выходит, вот такие стоят. Кто работал, Знает. знает, с котлованами, с этими котлованами. А вот это поджиг. Это розжиг, да. В магазинах продаются в любых, Сколько стоит? ну где-то около 150-200 рублей. Здесь тоже затягивать не надо сильно. Ага. Вот так он хватит. Вот эти посмотрели. Работает. Вот ручки хорошие, удобные. И раздвигаем наш огонь. Минут когда вот это отсюда пар пойдет, после этого минут 40. И будем снимать дальше, посмотрим. Понятно.